Здравствуйте! Вы смотрите программу «Акцент». У нас в гостях директор централизованной библиотечной системы Мария Витальевна Андреева. Мария Витальевна, здравствуйте! С какой целью проводится читательская олимпиада? Расскажите об этом. Читательская олимпиада у нас проводится в рамках проекта «Якутск читающий», который у нас был в течение всего 2019 года. И мы в конце решили подвести такие некие итоги и обобщить их, проведя для наших горожан, для наших пользователей такую читательскую олимпиаду. Ее основной целью является, чтобы любой читатель мог выявить, так скажем, такую свою читательскую грамотность, свой читательский IQ. Звучит странно, но мне кажется, это заинтересует читателя, потому что, как мы привыкли, что читатель приходит в библиотеку за художественной литературой, и все, на самом-то деле нет, там много таких нюансов, и вот эта олимпиада, она выявит именно тех, кто действительно является таким настоящим читателем. Участниками олимпиады дети участвуют или взрослые тоже? Мы немножко решили ограничить, да, и сделали возраст с 14 лет, все-таки чуть-чуть более взрослый, осознанный возраст, когда уже читатель сам приходит в библиотеку и обращает внимание на многие вещи, которые его окружают в той самой библиотеке, разумеется. Победителей оцениваете по баллам или как? Всего будет 4 блока, как тестирование такое. Первый блок, второй, третий, четвертый. Четвертый творческий. Если первые 3 блока побалловая система, то есть 1 балл за 1 правильный ответ, то четвертый это творческое. Нужно будет сделать рекомендацию книги в формате твиттера. То есть такой ограниченный 280 знаками текст получается, который уже будет по конкретным критериям оцениваться. И общий балл в итоге может быть 50 баллов. Это самое максимальное, что может получить. Да. А олимпиада проводится именно в вашей библиотеке? Да. Олимпиада проводится в наших филиалах. Мы вообще централизованная библиотечная система города Якутска. У нас 18 филиалов, так как говорится, от Табаги до Кангалас, да, а будет проводиться в 4 филиалах. То есть это Центральной городской библиотеки имени Белинского, что на улице Федора Попова, библиотека Созвездия, которая находится в аэропорту у нас, библиотека 3D, что у площади Победы, и вот новая библиотека, смарт-библиотека на 203-м микрорайоне, там тоже будет проводиться данная олимпиада. А Мария Витальевна, вот смарт-библиотека, вообще что из себя представляет? Смарт-библиотека — это наш новый филиал, наше новое учреждение культуры, знаний, которое открылось в городе Якутске, находится на 203-м микрорайоне. Это такое, так скажем, комплексное помещение, комплексное учреждение, скажем так, да, где каждый желающий может, так скажем, для детей, как мы это говорим, может развить новые какие-то свои компетенции, да. Как читатель может воспользоваться новыми технологиями. У библиотекаря они называются RFID-технологии. То есть к читателю, допустим, не обязательно обращаться к библиотекарю. Если он сам знает, какую литературу хочет взять, он берет книжку, кладет свой электронный читательский билет на терминал, кладет книжку на терминал, и терминал ему выдает эту книжку. С библиотекарем он может не соприкасаться. На самом деле, это вот будущее за этим, это очень такое, популярная технология. Мы сейчас ее обучаем наших горожан, так потихонечку получается. А также в этой библиотеке можно разносторонне развиваться в том плане, что есть и музыкальные какие-то курсы, курсы иностранных языков, 3D-моделирование, курсы ораторского мастерства. Перечислять могу долго и долго. Мария Витальевна, вернемся к читательской олимпиаде. А онлайн можно участвовать или обязательно надо присутствовать? Да, в этом году мы ее, конечно, хотим продолжить. Обязательно присутствие в той библиотеке вот из 4, да, но регистрация онлайн. Нужно онлайн зарегистрироваться, так как количество мест все-таки ограничено. И пройдя регистрацию, после этого можно будет, зато получив свой ID, посмотреть в интернете уже результаты свои. Получается, это анонимное, да? Да, конечно, это анонимное, да. У вас будет свой номер идентификационный, по которому вы уже сможете свои результаты проверить. Это чисто на самопроверку. А победители как определять? Победители у нас будет жюри. В составе жюри у нас будет Айсена Лукина, которая основатель книжного магазина Starbucks, молодой писатель Дмитрий Михайлов, учитель года Анна Платонова и Мария Андреева, это я. Конечно, по баллам там будет по баллам
материалом, а жюри будет оценивать именно вот этот творческий момент, где рекомендация книги нужна. И, соответственно, будут выданы уже результаты, которые будут на сайте размещены. А в других регионах проводится, да? Такого? Нет, такого нету. Это впервые у нас проводится в нашем городе. Мы еще надеемся ее на республику опробовать. У нас же в республике более 500 библиотек. Получается, сейчас городская олимпиада. Да, мы первые хотим попробовать, проэкспериментировать, как пройдет, и рекомендуем к проведению уже другим нашим коллегам. Мария Витальевна, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Это была программа «Акцент». До новых встреч!